Искусство – это огромный мир творчества, где любой ребенок может найти себе занятия по душе. Детская школа искусств предоставляет такую возможность юным дарованиям города Сибай, желающим обучаться музыке, хореографии, вокальному мастерству. Первым директором школы была заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Гузаирова Земфира Закиевна. Обучалось тогда около 100 учащихся. С самого начала своей деятельности школой было взято направление по возрождению и сохранению национальной культуры. В 2006 году директором школы была назначена Баянова Гузель Шакирьяновна. В этот период времени изменился внешний облик школы, укрепилась и обновилась материально-техническая база школы. Конкурсная и концертная деятельность вышли на более высокий уровень. За годы существования школа искусств выпустила немало талантливых учащихся, которые продолжили свою профессиональную деятельность в стенах известных колледжей и академий искусств. Преподаватели активно принимают участие в республиканских, всероссийских международных конкурсах, во всероссийских научно-практических конференциях, занимаются издательской деятельностью. Педагогический коллектив составляет 31 преподаватель. 14 преподавателей имеют высшую категорию, а первую категорию имеют 11 преподавателей. Каждый ребенок талантлив, только нужно помочь раскрыть его потенциал. В детской школе искусств преподаватели уделяют особое внимание на творческое развитие ребенка. Автор этого произведения Гульдар Ишкуватова. Дом, где живет 7 нот, будучи удивительно прекрасным миром искусства, всегда полон детей. О мире на земле, правильно, Динар, о том, что в нашем мире все прекрасно, наша природа, она нам говорит: живите счастливо на этой земле, берегите эту землю, любите эту землю. Да? Об этом это произведение. Давайте мы сейчас с настроением его красиво исполним. Детская школа, она уникальна тем, что она была открыта как школа для развития башкирской национальной культуры и сохранения музыкальных традиций башкирского народа. При поддержке первого президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдуловича Рахимова. На сегодняшний день контингент учащихся увеличился до 500 детей. За 27-летнюю историю детская школа искусств воспитала 10 стипендиатов. Учащийся класса Курай Анвар Бурангулов – гордость школы, лауреат многочисленных всероссийских, республиканских, зональных конкурсов.
В настоящее время в детской школе искусств обучается по 15 специальностям. Осуществляются основные виды деятельности по образовательным программам. Заир, сейчас сыграй то же самое, но чтобы это был уже концертный вариант. С 1994 года был открыт класс скрипки. Не только скрипачи, но также и кылкупузисты стали многократными победителями серьезных конкурсов. Сейчас прозвучит концерт ридинга си минор, первая часть, на инструменте скрипка. С 2017-18 учебного года класс скрипки продолжит свое существование как отдел струно-смычковых инструментов. Следующее упражнение для растягивания пресса и для гибкости спины. Подтягиваем руки к животу, остаемся на животе, пяточки в пол и ложимся. На хореографическом отделении обучается свыше 200 учащихся. И раз, подтягиваем. И ложимся. И пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И раз, два. Учебный план хореографического отделения включает в себя такие предметы, как танец, ритмика, гимнастика, народный танец, классический танец. И раз, до за до. Руку. Поднимай. Руку. И... Ребята образцового ансамбля «Успон» покажут танец «Джигитовка» постановкой Халиля Ишбердина. Свободнее, Виталий. Голова. Saya bergetar. У образцового ансамбля танца «Оскон», которым много лет руководит заслуженный работник Республики Башкортостан Сания Хайбуллина, учащийся имеет возможность реализовать свои творческие и артистические способности, участвуя в различных проектах. Своеобразная творческая деятельность студии танца «Малика» с руководителем Мехринисо Маматовой видим в творческих проектах. Дети раскрываются сами в этом фильме. Они узнают много нового о себе, что они могут.
для чего они сюда пришли, чему они здесь научились. И я думаю, что какой-то опыт они все-таки в жизни это к себе возьмут из этого фильма. Правда, очень сложно, съемки, это очень сложно, но очень интересно. Я думаю, что дети, у них впечатление на всю жизнь останется, даже если они один раз снялись, впечатление на всю жизнь об этом. Во-первых, когда я смотрела в кинотеатре первую серию, мне было очень интересно. Все дети, не ожидали они себя увидеть. Мы в жизни одни, а когда в фильме уже, оказывается, другие, получается. Они все хохотали. Вот это первый их опыт, он бесценен, и он принесет вот им пользу большую. В том, что они раскрыли себя. То, что мы видим себя на экране, это большой опыт и для нас, и для остальных. Мы видим себя со стороны, это очень интересно и забавно, ведь это большой шаг к чему-то большому и к чему-то более опытному. Никогда не увидишь, вот, допустим, мы смотрим фильмы, ты же восхищаешься этим фильмом и думаешь, а как же мы будем выглядеть там? И когда ты снимаешься, это не какое-то непонятное ощущение, а когда ты видишь себя со стороны, это прям бальзам на душу, и ты понимаешь, что ты снялась, и это большой опыт, как остальные актеры, актрисы. Красивый и очень опытный. Я так рада, что наши учащиеся смогли принять участие в съемках прекрасного художественного фильма «Таинственный подарок». Благодаря вот этому фильму наши учащиеся смогли многократно раскрыться, показать себя совершенно с другой стороны. Мы их видим всего лишь как учеников хореографического отделения. А здесь, в фильме, они проявили настолько свои актерские дарования, что, оказывается, я пришла к такому выводу, что работая и обучая детей танцам, дети у нас обучаются и актерскому мастерству. Они раскрепощены, эмоционально отзывчивы и, конечно же, могут себя донести свои дарования до зрителя и до слушателя. Существуют младшие и старшие составы хора. Именно хоровое пение воспитывает в детях чувство искренней любви к своей отчизне и народу. В 2016 году школа отметила свой 25-летний юбилей, где зрителю впервые был представлен мюзикл «Бременские музыканты». Это может быть и небольшая дата, но для нас она очень значимая. За 25 лет сделано очень много. Пройдено много конкурсов, много радостей, невзгод. Но, несмотря на все это, мы сейчас процветаем, развиваемся и сохраняем все то многонациональное искусство, которое было заложено основателем, первым директором детской школы искусств Земфирой Закиевной Гузаировой. Я благодарна всему преподавательскому составу. Я очень рада и счастлива, что меня заменила такая неутомимая, талантливая Гузель Шакирьяновна. Вам самые огромные благодарности и признания вам, уважаемые родители. Музыка – целитель здоровья, что звуки флейты обладают самым расслабляющим действием.
Как научиться играть на трубе? Красиво и легко. Почему для многих это так и остается непостижимой мечтой? Всем добрый день! Мы начинаем урок музыкальной литературы. Сегодня урок у нас будет не совсем обычный, потому что кто-то к нам спешит в гости. Обратите внимание, кто же это? Так это сам Людвиг Бетховен, правда он совсем юный. Здравствуйте, юный маэстро! Здравствуйте, дети! Как поживаете? Несмотря на сложность предмета сольфеджио, дети с интересом и удовольствием посещают уроки преподавателя. Хорошо. Ну какое я сейчас произведение сыграл? Как вы думаете, как называется это произведение, Кирилл? Симфония номер 5. Молодец, Кирилл, совершенно правильный ответ. Молодец. Правильно. Человек, умеющий играть на гитаре, будет своим в любой компании. Обучиться игре на данном музыкальном инструменте можно и в школе искусств. Сейчас мы с вами приступим к актерской работе, и сегодня мы с вами покажем собачий вальс. Приготовились? Внимание! Внимание! Цирковой номер! Дрессированные собачки! Собачки ко мне! Ах ты мои хорошие! На место! Штанга ко мне! Создать и успешно развивать театральную студию в школе искусств – задача не из легких. Молодец, молодец! На место! Башкирский фольклор создавался и передавался устно поколениями на протяжении столетий. Быт, культуру, национальные ценности. С 2014 года в нашей школе осуществляется инклюзивное образование. Это очень важно для учащихся, потому что данное направление расширяет границы человеколюбия, толерантного отношения, взаимопереживания детей друг к другу. За 27 лет на счету школы 903 победы и 11 гран-при зональных, республиканских, всероссийских международных конкурсов.
учащиеся школы побывали на международных конкурсах: «Окно в Европу» во Франции, «Талисман удачи» в Турции, «Тюрк-Доньясы» в Стамбуле, «Алтын-Майдан» в Кабардино-Балкарии, «На крыльях таланта» город Санкт-Петербург. Школа имеет свою музыкальную звукозаписывающую студию. В школе свой швейный цех. В костюмерной насчитывается около 3000 сценических костюмов. Вариации на башкирскую народную тему «Хатира». Дети с удовольствием обучаются на таких народных инструментах, как домбра, Думбыра – традиционный инструмент цесенов, башкирских сказителей. Под ее сопровождение исполнялись эпические сказания и кубаиры, а также песни. Преподаватели активно участвуют в общественной жизни школы, города, выступают на многообразных городских мероприятиях, являются участниками камерных, народных ансамблей и становятся лауреатами конкурсов профессионального мастерства.
льется музыка из окон, и будет здесь кому, кого учить. Пусть вместе им не будет одиноко, раз музыка звучит, мы будем жить.